Сразу после посадки самолет проезжает подводной аркой. Эта традиция не стала исключением и для очередного, третьего по счету суперджета в Якутии. Машины успешно зарекомендовали себя в небе над самым большим и холодным регионом страны. Авиакомпания по среднемесячному налету на один самолет Сухой Суперджет-100 занимает второе место после Аэрофлота. То есть это говорит о очень многом. В таких суровых погодных условиях авиакомпания доказывает, что она может эксплуатировать наш самолет, эксплуатировать достаточно успешно. Увидеть сухие из Якутии сегодня можно в аэропортах России, Китая, Японии и Южной Кореи. Скоро к ним присоединится и этот лайнер. Он уже прошел проверку всех систем и соответствует требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Пассажирский салон самолета имеет стандартную конфигурацию. Здесь 8 мест бизнес-класса и 85 кресел эконом. Управляет самолетом Владимир Полухин. Опытный командир до этого летал на судах класса Ан-24 и Ан-140. Теперь с гордостью показывает кабину, напичканную современной электроникой, своим детям, которые, как и папа, хотят в небо. Хочешь быть пилотом? Да. Как папа? Да. Просто я люблю, когда быстро взлетаю. Как самолет взлетает. По сравнению с ветеранами, это более современный самолет. Тут даже сравнивать, как сказать, не с чем сравнивать. Те самолеты старые, старого поколения, это современный самолет. Здесь абсолютно все разное. Воздушное судно поставлено по программе льготного финансирования, а лизинговые платежи будут осуществляться в российских рублях. Впервые за 4 года, которые Якутия эксплуатирует суперджеты. Благодаря поддержке федерального правительства с этого года самолеты Сухой Суперджет доступны и в рублевой ставке. Это фиксированный лизинговый платеж на весь период договора лизинга. Вот такие меры, как предоставление поддержки в виде фиксированных рублевых ставок, они, конечно, являются очень существенной поддержкой. Сегодня самолет Сухой Суперджет называют одной из самых перспективных машин. До конца года в Якутии планируют получить еще 2 судна аналогичной комплектации. Тогда их число в республиканском авиапарке достигнет 5. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев. Вести. Якутск.